и молебны на татарском языке, чтобы люди как-то объединялись. Это были такие центры, в том числе и где люди могут пообщаться на своем родном языке. Вот еще хотела показать вам сборник «Крещеноведение». Аркадий Васильевич Фокин. Вот такие прекрасные сборники он выпускает. И это ветеран крещенского движения, который проживает в Татарстане. Наш друг, к примеру, вот, хотел обратить внимание на такие статьи, как «Христианские традиции формирования крещен». И здесь, вот в этой, к примеру, я не буду ее зачитывать, она очень большая. Там такое серьезное очень исследование, в котором говорится о том, что сегодня у татар очень много, вообще у татарского народа очень много моментов христианских осталось, потому что христианство традиционно для татарского народа. Вот историческую часть, историческую подборку, как я сегодня увидела, для себя еще раз поняла, что необходимо срочно и печатать, издавать, историю показывать не только в том удобном для некоторых лиц виде, а то, что и неудобно некоторым, но адекватно необходимо уже показывать, что татары-христиане были, есть и будут, что татары, они на протяжении всей истории татарского народа, развития его, принимали крещение, и невозможно сказать, что вот есть этнические кряшеные, а есть вот новокрещенные, это что-то не то. Понимаете, что татары, они всегда принимали Христа на протяжении всей истории. И нельзя, то есть, естественно, когда они принимают христианство, со временем они входят как раз вот в эту татарскую христианскую традицию, которая сегодня просто не очень хорошо развита, но мы этим занимаемся. И объединяет нас православная вера. Мы едины, неделимы целы, мы едины с русским народом. Сказать даже дружественно это невозможно сказать, потому что мы один народ, но в своей цветущей сложности. И еще хочу здесь момент такой сказать, что нам очень важно сохранение своего языка. Вообще для татар это крайне важный момент. Сохранение своего языка, сохранение своих имен, вот, потому что наши имена, они показывают, тоже доказывают, показывают нашу татарскую идентичность. Вот, к примеру, одна из практик, которая не запрещена по канонам, это когда вот у нас сейчас происходит массовое крещение татар, это факт, но можно креститься со своим именем. Это не запрещено, эта практика просто должна, людям об этом не знают, много разных происходит моментов неприятных в среде, особенно родственники говорят, вот принял ты христианство, вот ты взял новое имя, потому что ты стал русским, теперь ты русский, теперь ты вообще не наш, и ты теперь другой традиции, и вообще ты никто и звать тебя никак. Так нельзя, вот это непонимание тоже можно смягчить тем, что человек татарин, который хочет у него есть жажда Господа Бога, и он принимает христианство, он может взять имя не по святцам, а оставить свое имя Марат, Ильдар, Эльмира и так далее. Вот. В конце концов, все имена когда-то были якобы не христианские. Конечно, да. Так у нас появятся новые святые, да, со своими именами, там, святой Марат, Ильдар, Эльмира. То есть эта практика, она не запрещена по канонам, это не какая-то ересь. Все имена имеют такую историю, да. И греческие, и русские, и все. Для татарского народа сегодня это необходимо, потому что если это стало камнем преткновения, это, конечно же, безобразие. Мы чтим свою культуру, традицию, нам важны наши имена, нам важен наш язык, и мы хотим именно в этом ключе развивать православную традицию. Вспомните, я когда выступал об ошибках Византии, которые привели к падению Константинополя, вот эта мессиафобия, троязычная ересь, как бы